бы это фольклор, и эта история, она, как бы эти истории, они додраматические, да? Это додраматическая история, это все, что ближе для нас к пониманию эпоса, потому что эпос это все-таки сказание такое. Вот. Сегодня я просто увидела, как в вашем спектакле, как ваш спектакль постепенно берет разгон, как он берет разбег, и как в этих элементах, которые у вас, может быть, возможно, осознанно существуют как бы немного по отдельности, я имею в виду рассказывание, да, и какие-то действия артистов, где-то бытовые, да, вот какие-то с этим самым кумыс, да, она там, соответственно, делает в этом, или как она там, значит, кисточки, значит, вот она корову доит, еще что-то, да, как через это все прорастает драма, и как эта драма сгущается, и как этот язык, какие-то правила игры, по которым вы играете, как они меняются на протяжении спектакля, и благодаря этому я не знаю, куда... Вот знаете, что самое интересное? Я не знаю, куда меня это заведет. И это, ну, как бы приключение. Вот ваш спектакль для меня сегодня стал таким приключением. Потому что я ничего не знала про этот материал. Я не знала ни когда он написан, ни какой это жанр, вид литературы, рассказ это или драма, или еще что-то. Я не знала, в какое время происходит действие. А в вашем спектакле он так придуман, что, в принципе, и не важно, в какое время он происходит,